Сегодня у нас в студии в гостях Майя Телебалиева. Зачем к вам приходят? За танцами, за эмоциями? Танцуя, человек еще может скорректировать фигуру. Ой, уят, ой, что Да, скажут, да, типа, есть такое. вот Кайнени там пошла танцевать. Когда они приходят, они очень робкие. Откуда вы энергию берете? Очень важно вот чистить свое окружение. Себе 30 лет. Что вы посоветовали бы? В первую очередь приобрести финансовую грамотность. Доброго времени суток, в эфире подкаст Омтул, и я с вами Аклай Бакешева. Сегодня у нас в студии в гостях Майя Телебалиева, автор и руководитель проекта «Центр творческого и личностного роста» Майя Шоу для женщин 50+. Вот смотрю Всем на вас. привет! Хотела поздороваться. Добро пожаловать. Спасибо вам огромное, что вы нам уделили время. Я знаю, что вы только буквально вчера приехали с Иссык-Куля. Я смотрю вот на вас, на вашу страницу, и просто жить хочется. В чем секрет? Секрет в том, что просто позитива много. Почему много таких женщин, которые манят и манят к вам? Вот меня тоже манят. Да, потому что я так поняла, что людям сейчас не хватает позитивных эмоций. Сейчас во времена всяких кризисов, всяких катаклизмов, которые происходят во всем мире, вообще людям сложнее жить стало. И мне кажется, позитивные эмоции, они стали дефицитом в какой-то степени. А я человек тот самый, который именно этот позитив создаю осознанно, продвигаю его, обучаю этому. Держу в этом состоянии себя, потому что это состояние, оно не такое, что так раз ты просто хочешь в позитиве. На самом деле его создавать надо каждый день. И можно сказать, даже каждую минуту, каждую секунду. Вот смотрите, когда-то я, как студентка, сюда, в Бишкек поступила, я тогда первый раз увидела и записалась к вам на танцы. Вот так Вы я с вами... на танцы ходили? Да. Нет, я записалась, это был флешмоб. Это был флешмоб, это было на улице, я записалась, потом постеснялась, потому что думаю, я смогу, не смогу. И вот социальные танцы у нас в Кыргызстане и Майя Шоу, мне кажется, это одно и то же. Я никак не могу различить, потому что вроде как и другие молодые тоже занимаются. Но когда мы говорим о социальных танцах, всегда ассоциируется Майя Шоу. Мне кажется, вы всю жизнь этим занимались. Это так? Да, социальными танцами я вообще с 14 лет занимаюсь. С 14 лет меня пригласила моя подруга в качестве человека, ей было одной, она боялась идти, она мне сказала: Май, пойдем, посмотрим вместе, я хочу на танцы записаться, а ты за компанию. Я пошла поддержать ее. Во Дворец культуры завода Ленина мы ходили. Вот. И потом так получилось, что мы обе посмотрели, мне очень понравилось, и я решила остаться. А она так и не занялась танцами. А я с 14 лет занялась танцами впервые, и потом, и до сих пор мне 67 лет, я продолжаю танцевать. А как вы поняли, что танцы – это ваше? Потому что, вот как ваша подружка, вроде как захотела, вас уговорила, но в итоге сейчас не занимается танцами. А вы знаете, я когда на первое занятие пошла, я получила такие эмоции, которых не испытывала, как-то испытывала, но не так часто. А здесь мне понравилось, что вот очень много позитива было, какое-то вдохновение у меня было, как будто я парила, вот такое вот. И мне очень понравился руководитель Сафарбек Марчикабеков, он заслуженный деятель искусств Кыргызской ССР. Он был в числе первых, когда балет только открывался в Кыргызстане, когда Бибисара Бишеналиева танцевала. Вот. И вот я попала к этому замечательному человеку, и начался мой путь. А как относилась ваша семья, родители? Вы знаете, относятся очень хорошо. Я стала самостоятельной благодаря танцам, потому что у нас были различные выступления, мы часто куда-то выезжали, и я как-то стала из-за этого более взрослой, более ответственной. И, например, в конце потом уже меня даже в аэропорту не встречали, я сама приезжала, уезжала и не провожали. На гастроли, когда мы куда-то ездили выступать.
Семья у меня положительно принимает, но вообще-то, если честно сказать, мой папа не очень. Я же хотела хореографом стать, а он хотел, чтобы я на инфак пошла. И потом я документы при нем на инфак как бы это отнесла. А когда они уехали на Иссык-Куль, я в Институт искусств. То есть куда сердце позвало, туда и пошли. Да, я закончила Институт искусств имени Бибисары Бишеналиевой. Так и инфак не закончили? Нет, не закончила. Иногда думаю, а может надо было, потому что знание английского языка вообще-то очень актуально. Ну, образование на протяжении всей жизни – это тренд всего мира. Я думаю, и сейчас не поздно этим заниматься, да, то есть изучить языки. Сейчас, за данный момент, вот я вижу, у вас, если когда-то было там 30-50 человек, я даже сейчас со счета сбиваюсь, потому что вы за границей были, танцевали, да, с эджешками, да, вот апашки, эджешки, там татешки, очень так много да, было. мы вот в Турцию в первый раз ездили в танцевальный тур, 56 женщин, Бодрум. Там мы выступали на берегу Эгейского моря, прямо на камнях, между пальмами, прямо в самом отеле. А потом выступали, ну это у нас импровизация была, Эфес, есть город такой, Эфес, и там развалины, много развалин, об этом много рассказывали нам. И так получилось, что мы попали прямо в этот зал, где гладиаторские бои шли. А поскольку я девочек попросила всех в длинных платьях, мы там переодевались, то когда я увидела это помещение, я сразу так увидела, все, сейчас будем танцевать. И мы без музыки быстро очень все сделали, и получилось очень красиво. То есть без музыки тоже это можно сделать? Без музыки я считала, потом мы наложили музыку. Ну, потому что там нельзя было все действия, там разрешение нужно было оплачивать. Но, чтобы музыку поставить, да? Но вообще, чтобы там что-то делать, это же все-таки ну, это такое историческое место, там только можно ходить и смотреть, слушать гида. А у меня получилось некое отклонение, как бы, ну, потому что сильно хотелось там какое-то действие сделать. Ну, я сама лично смотрела, там незаметно, что там музыка есть, нет, потому что прям все так совпало, как будто вы готовились к этому. Знаете как, когда перед отъездом в Бодрум, просто я решила, что это будет греческая тема, и у нас были платья такие легкие в греческом стиле, и мы сидели, мечтали, что когда мы пойдем в этот Эфес, древний город, что мы там станцуем. То есть это уже было запланировано? Да, но когда мы приехали, ребята с наши встречающая сторона сказали, это невозможно, надо было заранее. Я сказала, я не согласна, девочки, ну фотографироваться можно там? Он сказал, да, окей, берем платье вперед. И мы потом переодевались кто где мог. И получилось в конце действия. Классно, здорово. А сейчас вот у вас в студии, да, ну в целом группа, из скольки человек? Вообще в такое время, когда у нас сезон учебный, где-то 180-160 человек занимается. А летом у нас на спад там 100, может быть, 80 человек. Вот зачем к вам приходят? За танцами, за эмоциями или за сообществом? Потому что сейчас на самом деле вот именно 50 плюс это тот период, когда дети замуж повыходили или уехали учиться, да, кто-то на пенсии, кто-то работает, да, вот зачем они приходят к вам? Что знаете, несколько факторов. Один из факторов, что оказывается у многих женщин, у большинства, есть мечта детства стать балериной или танцевать. И, как правило, она у большинства неизбыточная была, потому что там растили детей, студентами были, потом внуки, потом то. И они, когда вот пишешь танцы, они как-то так, да, была у меня мечта. И когда об этой мечте начинаешь говорить, им это интересно. А еще некоторые считают, что танцуя, человек еще может скорректировать фигуру, позитивные эмоции, для здоровья хорошо. Даже некоторые сейчас психологи советуют танцы людям от стресса. И некоторые хотят коррекцию фигуры в основном. И, конечно, позитив. Именно в моем проекте я заметила, что мы помогаем женщинам от одиночества, потому что в этом возрасте, особенно когда внуки, дети выросли, есть женщины, которые одни остаются. Вот. И потом круг знакомств у них с каждым годом, чем старше, уменьшается.
И тут они, когда приходят, видят своих ровесниц, они радуются. О, здесь такие же женщины, как я, как здорово. И таким образом они попадают в такую атмосферу своего возраста. Потому что когда иногда эти женщины попадают на фитнес или на какие-то танцевальные кружки, где там молодежь больше, они себя дискомфорт чувствуют, как бы немножечко так. А когда приходят ко мне, у них полный комфорт. И здесь такое комьюнити у нас именно вот женщин нашего возраста и такие разговоры о чем-то. Но вообще у меня есть правила, потому что разговоры же могут быть разные, но у меня есть правила такие. Кто занимается в моем проекте, запрещено, ну как не рекомендуется говорить плохие новости там, о болезнях, там еще какие-то вещи. Но культивируем... разговариваем только в позитиве. Да, только позитив, только о хорошем, об эстетике, об искусстве, о поэзии, о путешествиях, о внуках, об их успехах, вот такое. И, например, если у меня в классе кто-то на занятиях начинают говорить, вот у меня тут болит, там болит, мы просто говорим, а вспомните правила. И они такие, ну да. И вот они как бы немножечко, из-за этого у них вот это мышление, которое ранее было, оно становится более позитивным. Ну, все равно, смотрите, это же Центральная Азия, наш менталитет все равно как-то не дает. Где-то что-то, они сжатые, да, вот не могут открыться. Если даже женщины хотят, вот вы говорите 180, да, 180, 200, да, но сейчас там женщин много. Именно вот в этом возрасте, которые дома сидят, которые хотят заниматься, но не могут. Ну вот они вот поставили себе рамки, ограничения, да, что типа, ой, уят, ой, что скажут, да, типа, вот Кайнени там пошла танцевать, да, вот. У вас какие-то психологические разговоры бывают, или как они вот, которые пришли, могут перебороть свой страх? У нас есть такие разговоры, общения. Я же провожу прямые эфиры, и в прямом эфире с ними общаюсь. У меня вот более 10 тысяч подписчиц. И на прямые эфиры регулярно, каждый вторник я провожу, приходят люди. И у меня есть женщины, которые 5 лет смотрят. Вот сколько проект, 6-й год, 3-4 года, и не решаются прийти. Как раз-таки вот это уят, или мне деть, вот такое. И потом я с ними общаюсь. И потом из-за того, что мы часто рекламу, постоянно их зажигаем, они как-то созревают потихонечку. А есть такие, которые увидели и сразу пришли. Но большая часть, они думают. Когда они приходят, они очень робкие. Прям вот смотришь, так осторожно шагают, говорят, озираются. А после уже первого пробного занятия они уже улыбаются, уже счастливые, уже более раскрепощенные. Получается так. Но я хотела просто, обязательно мы помощь оказываем им беседы. У нас создается такая атмосфера, особенно в поездках на мероприятиях, когда они могут раскрепоститься, и это воздействует на них, терапевтический эффект имеет, что они более увереннее становятся, раскрепощаются. Есть женщины, которые в первый раз красную помаду перед концертом, красной помадой губы накрасили. Вот с Иссык-Куля недавно мы приехали, 20 человек, 22 человека я возила в танцевальный тур. Там на первое свое дефиле в жизни, после 50-60 лет примерно вышла половина. А одна женщина никогда в жизни не красилась, в первый раз накрасилась. А потом была одна женщина, которая абсолютно не любила себя, свою фигуру, и вообще она фотографироваться. А когда мы дефиле прошли, у нас дефиле было в Рухурдо, там, где вот Камус новый же, пирс был вот там. И вечером у нас был разбор, как они сделали фотопозирование, все это. И она сказала, мне так понравилось, какая я. Мне так понравилось. А у нее, знаете как, такая мужская работа, у нее даже руки мозолистые были. С мужчинами, еще с мужчинами руководит, вот такая женщина. И здесь они становятся более женственные, свое начало женское вспоминают. Потому что у нас есть даже правила этикета, о чем говорить, как говорить, чтобы не так ай, ой, ай, гель, вот такие, у нас же говорят же так, а у нас, чтобы вежливо, с улыбочкой, если даже там столкнулись, как-то это. В общем, мы учим таким... То есть вы дополнительно мастер-классы проводите? Да, мы проводим по этикету. По этикету. По этикету, да. Мы, когда ездили на Венский бал,
в 23 году 24 женщины приняли участие в Венском балу в Вене. Там был 85-й по счету бал, мы по красной дорожке шли. Конечно, мы прошли тогда обучение, у меня где-то не вся группа, но половина ходили на обучение. У нас есть школа этикета, Атыркуль там главный человек, она основала эту школу этикета и детям, и взрослым. И вот мы изучали столовый этикет, и как ходить, и как кушать, и манера разговора. Например, нельзя там громко разговаривать, нельзя такие вопросы задавать. Ну, вот в этикете есть такое слово «мавитон». «Мавитон» означает неприличное что-то. Когда говорят люди неприличное для общества, например, громко говорить или там спрашивать, сколько вам лет, сколько у вас детей, потому что это вопросы считаются мавитон, такие вопросы нельзя задавать. Очень интересно. Да, а у нас часто задают, сколько детей, сколько лет. Но это объясняется тем, что бывает же, женщины теряют детей. И когда им задают напрямую вопрос, сколько детей, у нас даже слезы несколько раз были у женщин. И потом я объясняла, вот мы с женщинам разговариваем, что вот лучше не спрашивать. Возраст там, замужем, не замужем. Это такие вопросы личные, и считается мавитон об этом. Какие-то такие вещи разные. Как раз у нас в подкасте была рубрика, чтобы гость онлайн обучение сделал. Может быть, тогда сейчас сделаем? Как раз вы расскажете тогда, да. Вот кто еще входит в мавитон? Потому что я сама первый раз слышу. Да. В мавитон много, например, когда человек громко кушает. То есть чавкает, да? Да, чавкает. Это мавитон. Потом, когда, например, вот у нас чашку берут и вот так сильно-сильно шумят, вот, ну, сильно звенят. Это тоже мавитон. И там, когда вы, если даже чашку кофе это размешали, надо положить на блюдечко. А некоторые не кладут, и у них вот здесь ложечкой вот так пьют, и нос. Ну, как-то не очень эстетично. Это тоже мавитон. Да. Например, если вы в шляпке заходите в помещение, мавитон, сидеть в шляпке. Правильное поведение, да, правильное поведение, снять шляпку. Мавитоном считается, когда женщины громко ходят. Например, если какой-то прием красивый, вы находитесь, и какие-то, бывают иногда эти, знаете, набойки железные или какие-то. В общем, бесшумно ходить надо. На цыпочках. Ну, не на целый. Ну, в общем, мы учим женщин стоять правильно, осанку держать, сидеть тоже. Например, я могу вам показать, вот как садиться, да, правильно. Например, вот вы пришли в ресторан, и у нас женщины, они не замечают, как они садятся. Они примерно вот так сядут, и все, да. А правильно это будет чуть-чуть отодвинуть кресло. То есть вам должны от помочь себя. или вы сами? Нет, я сама, если официанта нет. Если нет официанта, вот так чуть-чуть поворачиваю на себя, так, чтобы стул развернулся. Потом я вот так прохожу мимо, и самое главное здесь садиться ровно. Вот так, ровно. То есть не сутулиться. Да. И ровно нужно также подниматься. Вот. Потому что у нас, когда женщины, когда садятся в мягкое кресло, они так бухаются, вот так вот. И вот такие. А мавитон, когда они держат осанку. Осанку обязательно надо везде держать. И у нас есть специальные там упражнения, как ходить, макушку держать. Мы учили наших женщин, как садиться в машину и выходить из машины правильно, как это делают королевы. Танцующие королевы, да? Да, королевы, как это королевы там Англии, любые королевы делают. Там есть целая процедура, как правильно садиться в такси или в автомобиль и выходить. Вот. Этому тоже учились, например, как красиво по лестнице идти, если у тебя длинное платье, как подол держать, как там спускаться с лестницы, вот такие вещи. Ты когда чувствуешь энергетику женщины, да? Ну вот, любого человека. Хочется общаться, разговаривать, быть в обществе с этим человеком. Я думаю, что большинство женщин за этим и к вам приходят. Как ни посмотрю на вас, вы всегда жизнерадостная, счастливая, улыбающаяся. И
всегда хвалите женщин, вы их называете, наверное, Танцующие они, да, королевы. танцующие королевы, да, возможно, они первый раз в своей жизни, даже невозможно, я уверена на 99%, что их называют королевой первый раз. Вот мне теперь интересно, если женщины ваши, танцующие королевы, впитывают энергетику у вас, откуда вы энергию берете? Я учусь очень много. На обучениях разных, на тренингах, у меня много разных наставников. И я постоянно учусь, потому что когда учишься, тогда ты узнаешь новые знания, и эти новые знания дают энергию. Хочется потом, когда делиться, применяешь их, да. делиться хочется, да. Это первое. Второе, у меня тоже, я тоже человек, бывает иногда разное настроение, и поплакать хочется, и посердиться. Ну, как бы моветон считается такие эмоции показывать. Нельзя показывать. Нельзя Это как в показывать. Японии, да? Это моветон, да, моветон. Но здесь просто нужно окружать себя больше позитивными людьми, с твоими единомышленниками, те, кто именно, у кого есть цели, кто куда-то стремится. И ограждать себя от так называемых токсичных людей, те люди, которые сидят, ноют, как все плохо, и обычно они критикуют, сплетни тоже оттуда идут. Очень важно вот чистить свое окружение, кто в твоем окружении находится. Иногда даже можно определить, если ты часто устаешь там, или заболел, или что-то случилось, возможно, есть вокруг токсичные люди, которые подавляют. И я всегда наблюдение делаю. Разбор В делаете. какой группе, какие женщины. Потому что смотришь, одна группа цветет, группа большая, там, мощная, долго. А потом смотришь, раз, и она стала почему-то уменьшаться, почему-то там ссориться стали. Я такая сразу, так, кто у нас тут? Ну, как бы какие-то такие вещи. Но в основном приходят женщины за изменениями, за трансформацией. Все. Приходят у нас трансформации очень много у женщин. Просто, когда вот даже на Иссыкуле в этот раз, когда девушка, там была одна педагог из Тараса, у нас с Казахстана было много гостей, и она такая очень активная, такая энергичная женщина. Но получилось, что вот в поездке она все это смотрела, слушала, наблюдала, и она, оказывается, очень серьезная на работе. Она такая приходит и строит всех, и студентов, педагог, там, по-моему, даже на какой-то пост такой высокий занимает. И тут она сидит, смотрит на свои фотографии и говорит, можно я скажу? Ну, скажите. Я поняла, я теперь не буду вот так ходить. Я буду вот так теперь ходить. То есть она сама себя увидела, сама да? себя Какая? стала пока. Я, говорит, теперь приду и буду вот так ходить и всем улыбаться. Вот когда Венский бал был, я видела, как вы шли по красной дорожке, да. Вы знаете, у меня вот тут вот все бурлило, да. Я думаю, неужели это наши кыргызские женщины, да? То есть это наши апашки же. Да. Апашки, то есть когда мы говорим апашки, у нас ассоциация осталась, что это должна быть такая бабушка, которая сидит возле казана, да, там платок одела, там чепки надела и все, да. А на самом деле-то апашки могут быть другие. Разными. Вы же это показали нам, да. Правильно? Я думаю, что это вообще здорово, потому что люди меняются, люди осознают, что можно не останавливаться на одном, да, то есть получать дополнительные навыки. Это же танцы, это же тоже навык. Возможно, для кого-то просто танцы, но для ваших участников, я думаю, это больше, чем танцы. Знаете, у меня танцы не ради танцев, а танцы просто это инструмент, чтобы раскрыть каждую женщину, которая ко мне приходит. Потому что они вот изучают, например, джазовые танцы, они соприкасаются с культурой именно этого народа, соответственно, они должны образ создать. Они же учатся еще образы создавать. И когда у нас какой-то дресс-код на какое-то мероприятие, они там создают образы. Вот у нас последняя джазовая вечеринка была в ресторане «Консул». Там вот как будто мы в Америку попали. Настолько они подобрали все, они прям тщательно волнуются, спрашивают все время консультацию. И кто-то в первый раз в жизни создает себе образ.
Например, если мы Кара-дерга танцуем, это другой. А если в Грузию поедем, это третий образ. Если, ну, и таким образом танец, он и дефиле туда входит, и пластика движения входит. Получается, что я не использую танец просто ради танца. Я вот хотела узнать, вы гастролируете ли у нас в регионах? Потому что, если, думаю, вы сделаете один шаг, хотя бы это будет какой-то толчок для них, что можно развиваться, можно не останавливаться на этом, да? Я думаю, может быть, они дома начали бы танцевать. Вы мастер-классы не проводили в регионах? Вы знаете, у нас регионы много просят. Ош, Джалалабад, а потом Кант, Токмок, Карабалта. Короче, все регионы просят. Но у меня нет пока что возможности там что-то делать. Только если онлайн, но женщины этого возраста, они не хотят онлайн. Они хотят офлайн, живем, чтобы живая энергия была. Поэтому пока что у меня так. Но с регионами, вы знаете, как мы можем встретиться? Только на наших турах. Вот когда мы на Иссык-Куль ездим, например, могут с регионов люди быть. У нас, кстати, были, когда мы в Узбекистан ездили, с Иссык-Куля были люди, потом, по-моему, с Карабалты. В общем, именно были с регионов женщины. С Токтогула даже 2 женщины были. Многие еще ошибочно думают, что танцами могут заниматься те, которые в детстве танцевали. Да. Это же миф? Миф. Это миф. Миф. Потому что у меня на 95% занимают как раз те, кто никогда не занимался. И именно в моем проекте они потом вырастают. Я вот смотрю на вас, такие красивые платьюшки. И формы, которые вы танцевали, джаз, да, по-моему? Да. На Двазимуле, да? Да, на у нас фестивале там была, образования взрослых. Тоже красивые. Кто Да. автор ваших форм? И кто шьет? Вы знаете как, у нас никто не шьет, а автор образа это я, то есть моя идея. Я говорю, девочки, вот у нас сейчас джазовые танцы, и у нас будет вот такой стиль, например, в стиле ретро, там, в стиле Гэтсби, например. И потом я им фотографии различные шлю, потом у меня есть шоу-рум, мы заказываем им костюмы, аксессуары, перчатки, перья, шляпки. Заказываем, и они у нас покупают. Но раньше, когда у меня шоурума не было, они сами где как-то... Ну вот я заметила, покупали. что у всех разное. Ну, Да. вроде стиль один, но у всех по-разному было. Я думала, может быть, вы тон подаете, они сами то, что у них дома, ну, как бы то, что могут Да, найти, да, они- одевают. Они берут даже иногда, да, дома что-то, какая у них есть одежда, аксессуары берут. Дело в том, что у меня такой проект, у нас запрещено быть похожими. Когда они приходят, я объясняю, что в проекте я раскрываю каждую из них, каждая из них звезда, королева. А королевы обычно не носят одинаковые шляпки, одинаковые платья. Они иногда хотят там, а давайте вот так одинаково оденемся, вот так, вот так, вот так. Я говорю, девочки, здесь другая философия. Здесь мы раскрываем каждая себя. И потом я заметила, что из года в год они все интереснее делают эти костюмы, более утонченно, более прям тщательно подбирают, настолько они образы красиво. И в каждой женщине, оказывается, есть дизайнер. Уважаемые телезрители, наши мамочки и дедушки, Да. те, которые хотят развиваться, танцевать, и, возможно, путешествовать, гастролировать, кто мечтал с детства стать вот балериной, да. Мое шоу в ваших услугах, моя идея, я думаю, у вас только все начинается. Я обратила внимание, что наши женщины очень любят петь. И поэтому я открыла сейчас курсы хорового пения. О, классно. У вас прям комплекс И сейчас у будет, нас да? сейчас есть преподаватель хора, они поют двуголосие. И мы в Грузию мы готовим танец ачарули, который они будут на грузинском петь. То есть они будут и петь, и И танцевать? танцевать. Да. Ой. А осенью я еще хотела для наших женщин замечательных открыть живопись, потому что они интересуются живописью. Я думаю, что они будут очень интересные картины писать.
вот сейчас людям не хватает той мотивации, то есть ты вроде даешь мотивацию, да, эта мотивация, это же как огонек, да, так быстро вспахнула, и потом уже, ну, потухает, если ты это не придерживаешь, да. Вот какую мотивацию или что бы вы сказали бы нашим зрителям, да, нашим идешкам, которые вот их не отпускает диван, да, вот вроде хотят, но не могут, или же не хотят, но могут, да? То есть, ну, разные же категории людей. Что бы вы вот сказали бы, что бы вы предложили бы? Вот, видимо, те, кто лежат на диване, у них нету целей. Потому что когда есть у человека цель какая-то, он будет туда стремиться, и ради этого будет вставать каждый день, и что-то он будет делать. Здесь, видимо, потерянная цель. Просто я бы рекомендовала им посмотреть, для чего они живут. А как они собираются, что они будут делать через 10 лет, что с ними произойдет через 5 лет, если они будут лежать на диване, ничего не делать. Потому что, как правило, когда на пенсию отпускают людей, у людей начинается деградация. Почему? Ну, потому что уже не востребованы в обществе, уже как бы не полезны, как списанные получаются. Здесь очень важно найти свою цель. Бывает, вот женщины, сначала была цель там замуж выдать детей, потом внуков поставить на ноги. Но потом, когда все цели достигнуты, потом человеку будет тяжело. Когда мы всех целей достигаем, новые не ставим, получается деградация. То есть вот желание дальше что-то делать. Желание. То есть у человека должен внутри появиться огонечек. Ради чего? Он хочет как закончить эту жизнь? Если так прямо будем говорить, да? Как он хочет, в больничной койке, или он все-таки, она, эта женщина, продолжая лежать на диване, ничего не делая, бесцельно деградировать. Либо она посмотрит, например, мое видео, и не обязательно мою рекламу. Любое, сейчас же много предлагают всего. И просто, мне кажется, им нужно зацепиться, вот где-то, чтобы всколыхнулось что-то, что человек хочет, искра. Потому что вот эта мотивация извне, она не даст. Она, вот знаете, как вот вы же мне сами сказали, вот я, например, их замотивировала, она такая, вау, все, я приду. А потом погасла, потому что там, быт, и все, и опять на диване. А тут должна зажечься своя внутренняя искорка. Почему я хочу. Вот. И здесь, мне кажется, человек должен задуматься, это я себя вспоминаю в свои 60 лет, вот до этого проекта, я сидела и думала, нужно ли мне заниматься танцами. Может, мне уже пора на пенсию пойти, там, в спокойную жизнь, там, зачем мне это все вот так? Я сидела и думала, и прям вот колебалась. И вот даже я по себе помню, я просто вот так сидела и думала, что мне делать. Там проекты достигла, тут достигла, а новое надо мне или нет? Зачем это вот? Это же надо бегать, там, нервы, там, лишнее делать что-то, да? А потом все равно у меня, видимо, я не захотела, я так представила, ну и будет у меня скучная жизнь, ну и буду я так серенькой мышкой ходить, как многие пенсионеры ходят же у нас. Да. Возможно, где-то ошибочно думают, что вот она танцует и все. Но я знаю, что вы не останавливаетесь. Да. Я знаю, что вы дополнительно, помимо танцев, получаете образование, развиваетесь, получаете новые навыки. У меня высшее образование, и после этого я очень много училась, как по танцам. Проходила мастер-классы по танцам в Санкт-Петербурге, в Москве, в Америке. И еще у меня есть много других, чем я занимаюсь. Например, я как финансовый, я хочу не то, чтобы я финансовый специалист, но я хочу быть для своей компании очень хорошим финансовым директором. И для этого, конечно, должны быть знания по финансам, правильные распределения финансов, и все это, потому что от этого зависит жизнь любой семьи, любого проекта, не только бизнесменов. Вот. Потом, кроме этого, я еще занимаюсь где-то благотворительностью чуть-чуть. Мне, например, нравится делать вклад в экологию. Мы на Иссык-Куле всегда делаем акцию «Чистый Иссык-Куль». Сейчас 29-го у нас в Фисташковой роще будет за Кыргызстан наш дом, природа наш дом. Акция тоже.
Вот. А так обучаюсь сейчас очень много именно вот лидерские качества, как развивать. Обучаюсь, как, например, общаться с женщинами еще лучше, потому что женщины... То есть психологию тоже, да, изучаете? Ну, можно и назвать это психологией, но я не изучаю психологию. Коммуникация. Да, просто коммуникативные навыки. И получается, ко мне приходят разные женщины, разные. Бывает, если на Волжском рынке, на базаре, на Дурдое всю жизнь женщина поработала, с ней тяжелее общаться. А если придет какая-нибудь профессор с университета, с ней легче общаться. А мне, как руководителю, приходится общаться абсолютно с разными людьми. То есть с разным характером, с разными людьми. И здесь, конечно, коммуникативные вот эти навыки нужно сильно развивать. И потом, чтобы развивать такой большой проект, надо постоянно обучаться в разных сферах. И коммуникации, вот, и маркетологом быть, и финдиректором. То есть, получается, я не только человек, который обучаю танцевать и ставлю танцы. Я еще режиссер массовых представлений, например. Все программы свои режиссирую сама. А, например, еще есть такая вот способность, которую я сейчас развиваю, это правильно строить команду, тимбилдинг, обучать сотрудников, наблюдать, там, почему у них там статистики падают, к примеру, как там замотивировать команду, чтобы они там еще эффективнее стали. И сейчас у меня идет построение вот проекта, и у меня есть специальный человек, обученный, который, мы сейчас систему внедряем такую, чтобы у нас были обученные, компетентные сотрудники. И сотрудники... То есть вы уже делегируете? Уже да? делегирую. И сотрудники у меня в основном тоже женщины 50+. Расскажите, поделитесь вот 3 топ ошибок, которые женщины не должны. Вот себе 30 лет, что вы посоветовали бы? Топ ошибок. Ну, чтобы они не повторяли. Вот Вы знаете, я бы в первую очередь посоветовала бы себе, не только себе, а всем вообще людям, в первую очередь приобрести финансовую грамотность. Потому что насколько мы успешны, насколько мы процветаем, насколько наше будущее безопасное, процветает, зависит от этих основ. И вот потому как я прошла по финансовой грамотности, и до сих пор у меня наставник есть, и я обучаюсь очень много. Я поняла, если в школах давали ее, у нас бы бедных людей не было бы. Бедность просто исчезла бы. На самом деле бедность и нищета – это просто такое мышление, которому нас убеждали, что мы должны так мыслить. Говорю про основу финансового планирования, про основу, как распределять деньги, как сделать анализ своих способностей, анализ своих ресурсов, которые есть. И вот эти все вещи, если детям давали бы с детства, вот эта грамотность, она бы не дала, чтобы нищета была. Я вот это чисто мое озарение, я бы вот советовала именно вот себе, женщине, то у меня как раз тогда у меня не было этих знаний, я очень много ошибок сделала по финансам. И потом, когда ты их делаешь, ну, физическая вселенная так устроена, неважно, знаешь ты, нет, раз ты делаешь, ты за это отвечаешь. И это потом, вот второй. ну, как бы, получается, ты за это отвечаешь, если там какие-то вещи неправильно делала. Один из моментов, потом еще, знаете как, по личностному росту тоже надо учиться с детства. Вот именно, знаете как общаться, понимать свои цели, знать, что такое цель. Потому что детям сейчас навязывают что угодно. А многие дети бесцельно, они не знают, чем им заняться, когда они заканчивают институты, вузы. Иногда они туда идут, потому что когда мама, папа захотели. Да. Они не ищут свое что-то, к примеру, или родители не дают такой возможности. А здесь я думаю, что вот если бы были какие-то люди около меня, которые... Ну, мне повезло, что я там нашла сама, откопала как-то, благодаря моей подруге, которая меня случайно завела. Вот обязательно нужно вот эту безграмотность тоже, мне кажется, ликвидировать, имеется в виду по личностному росту. Это коммуникация, это правила этикета. Например, я считаю, что если нашим детям в школах давали бы этикет, никто бы базарно не разговаривал бы, никто бы ни на кого не кричал, все бы общались вежливо. Потом обязательно, ну, то, что у нас сейчас многих детей вводят в разные секции, там танцы, спорт, это очень хорошо.
Но коммуникативные навыки не очень дают. Например, вежливое общение. С вами согласна. Да, потому что, например, у меня, когда большое мероприятие, у нас есть правило. Мы говорим женщинам, чтобы они между собой вежливо разговаривали. Замечания делать запрещено. Там еще какие-то вещи, мы им говорим об этом. И когда вот я за границу вывожу, мне не стыдно за них. Они как, понимаете, показывают какой-то образ идеальной женщины, на которую там иностранцы даже смотрели. Вот мне кажется, вот в этом случае образование взрослых это необходимо, потому что детей-то воспитываем мы. Да. Вчера буквально маленькая девочка упала, оказывается, ну, мячом в ней попали. Я говорю, это, ну, там мальчик стал, я говорю, это ты сделал? Он говорит, алло, ты это видела? Вот. Говорит, вы представляете вот, себе, вот. Я, ну, мальчику там 6 лет, он со мной так разговаривает. Я говорю, кто твоя мама? Говорю, кто тебя так воспитал? Значит, мама это так вот, значит, разговаривает. Да, значит, надо родителей воспитывать. Ну, то есть родители сами должны приучать детей и подавать пример. Ну, здесь, видите, это же наше образование. Вот если бы они в школах лучше вводили бы такие предметы, как финансовая грамотность, правила общения, этикет, вот такое что-нибудь, правила там, как правильно общаться с друг другом. Конечно, тогда. А там же дают знания, которые многие, они в жизни не нужны. Ну вот я в институте учила политэкономию. Зачем она мне нужна была? А это был обязательный предмет политэкономию. А мне кажется, вот в школах, да и в вузах надо давать то, что человек сможет применить в жизни, и это ему поможет лучше жить. Да, я с вами вот. А так подряд пичкать, что вот надо всем, как бы. Ну, это мое мнение чисто. Подкаст хочу завершить. Наверное, это как слоган, наверное, будет, да, скорее всего. Счастье – это не ваше состояние, это ваш выбор. То есть каждый человек сам выбирает быть счастливым или несчастливым. Или несчастным, да. Да, несчастным. Или же воспитывать детей так, или по-другому, да. То есть каждый сам делает выбор. Каждый выбирает свой путь. И один из таких лучших путей, я думаю, как показатель, это есть вы. Кыргызские женщины могут быть и такими. Да. Да? То есть красивыми, королевами, танцующими, которые развиваются, не останавливаются. Хочу вас поблагодарить, что вы уделили время, что вы поделились своим опытом. Да? Вы делаете счастливее наших кыргызстанских женщин. 180 человек, ну вот, которые с вами, да, я думаю, это же через 5 касаний мы же можем править мир. Это то же самое, через 5 касаний. То есть ваши, которые танцуют королевы, могут дома там с внучками, да, то есть с килинками, да, с нохами. У них меняется общение сильно. То есть и дома состояние меняется, и внутри состояние. И вот этот выбор быть счастливой уже идет, ну, от каждого человека. Да? Да, согласна. За вами тогда свободный микрофон. Спасибо за доверие. Мне очень приятно. Мне вообще было приятно, когда Акалаевы мне позвонили, предложили. Я подумала, наверное, я что-то делаю очень важное, если Акалаева меня пригласила. Тем более я знаю, что у вас такая замечательная организация, вы обучаете взрослых, и вы даете им надежду, вы даете какие-то новые пути и заработка, и осознания, и новые навыки приобрести. И в этом плане мы с вами схожие. Я очень хотела бы пригласить ваших представителей на прямой эфир ко мне, если возможно, чтобы вы рассказали о своем этом центре. У вас как называется ваш центр? Общественный фонд. Общественный фонд, да. Вот пригласить, чтобы вы рассказали. Знаете почему? Я, например, женщинам даю возможность расти творчески, раскрываться, создавать образ, эстетику. Но если они разносторонние еще не развиваются, этого недостаточно. Поэтому я стараюсь. Может быть, кто-то из них у вас приобретет новую специальность или создаст свой какой-то новый бизнес в свои 60 лет. Да. Поэтому я думаю, это очень хорошая коллаборация хорошая была бы. Ну и на танцы, конечно, я приглашаю, потому что без них никак. Вот. Потому что танцы – это эстетика, это вдохновение, это прекрасное. Всегда глаз останавливается на танцующих людях, кто там красиво ходит, красивые манеры. Это все идет из танцев. Благодарю.
Уважаемые телезрители, у нас сегодня была в гостях Майя Телебалиева. Она же автор и руководитель проекта «Центр творческого и личностного роста Майя Шоу для женщин 50+. С вами была Клая Бакешева, подкаст «Умтул». До скорой встречи.